мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Если бы даже он написал только одно полотно «Минск 3 июля 1944 года», то даже в этом случае он навсегда бы остался в истории белорусского изобразительного искусства как живописец талантливый, как мастер, как яркий представитель реалистической школы живописи. Он написал много замечательных произведений. Он был одним из основателей знаменитого Витебского художественного техникума, и его школу прошли многие известные белорусские художники. Он – народный художник БССР, мастер, талантливый живописец, человек сложного характера Валентин Викторович Волков. Я хотел бы рассказать о своих детских впечатлениях от посещения мастерской деда, когда он писал эту свою большую картину «Освобождение Минска» 3 июля. Моя нынешняя мастерская художника, может быть, даже и больше, чем та мастерская, в которой работал дед, но она меня тогда поразила своими размерами. Картина еще была не закончена, она занимала целый торец мастерской. Мне было где-то 9-10 лет, у деда в мастерской было полно винтовок, автоматов, пулеметы были. Ну, конечно, это было для меня самое интересное, потаскать винтовку, затвором поклацать. Но, кроме того, сейчас я это вспоминаю, что мастерская была очень своеобразной. Там было очень много интерьеров выстроенных, в которых дед писал портреты. Вот, например, групповой портрет Глебова, Владимирского и Марикса писался прямо в мастерской. И вот тот диван, на котором сидит Глебов и Владимирский, на спинке которого восседает Марикс, это все стояло в мастерской. Дед все писал только с натуры. Еще меня что поразило в мастерской, это колоссальное зеркало параболическое от прожектора с 1000-ваттной лампой, в свете которой он рисовал всех персонажей этой картины. Дед не боялся всегда работать вместе со студентами. Он мог рядом с ними писать пейзаж. И вот в один из моментов на Нарочи он, как всегда, скрупулезно и педантично выбрал себе пейзаж, скомпоновал его, забил колышки в те места, где стоит мольберт, забил 2 колышка там, где он должен стоять, сделал подготовительный рисунок, и на следующий день должен был прийти уже писать красками этот этюд. И вот студенты молодцы, они, зная педантизм деда, решили проверить, насколько у него точный глаз. И там на переднем плане был громадный валун, и они, бедняги, пыхтя и отдуваясь, перетащили его всего на 15 сантиметров.
и замаскировали тот маленький кусочек, который остался от валуна, и решили посмотреть, что будет. На следующий день дед пришел, расставил мольберт, зонт воткнул в то место, где положено, сам встал, долго смотрел на свой рисунок подготовительный и на пейзаж перед собой, потом созвал всех студентов и сказал: ребята, вы видите, я уже старым стал, ведь я камень-то нарисовал не на том месте, где он находится в самом деле. И бедные студенты были пристыжены, сами того не понимая, не сознавая. Он-то не знал, что камень перетащили, а им стало стыдно. Над эпохальным произведением «Минск» 3 июля 1944 года Валентин Волков работал 9 лет, с 1946 по 1955 год. К этому произведению он сделал 220 рисунков и 60 эскизов. Среди огромного количества персонажей, их действительно несколько десятков, нет ни одного вымышленного лица, ни одного вымышленного героя. Все они написаны с натуры. Он написал и многие другие произведения, такие как «Молотобоец», «Партизаны», передача «Опыта», «Костусь Калиновский», «Вузовцы». Они часто выставлялись на самых разных выставках, демонстрировались в разных экспозициях, в том числе и в Москве, и всегда привлекали внимание зрителей. Почему? Ну, во-первых, техникой исполнения, высоким мастерством исполнения и жизненной правдой, несмотря на заданность темы. В них чувствовалось дыхание жизни. Он пишет портреты широко известные. Это «Голова девушки», «Девочка в голубом», «Белоруска» и многие-многие другие. В 1926 году Валентин Волков принимает участие во Всебелорусском съезде на лучший проект герба БССР и становится победителем этого конкурса. Именно его авторский проект является основой герба Республики Беларусь. Все, что создано было им до войны, к сожалению, погибло в оккупированном Минске. Все, что было создано им после войны, это бесценные документы времени и неотъемлемая часть истории белорусского изобразительного искусства. Мне повезло, что я действительно прошел курс Валентина Викторовича. Он очень был требовательный, он такой был принципиальный. Натурщик чуть повернется, он тут же приходит в какой-то неистовство, говорит: на волосок подвинься, на волосок. И нам казалось: Господи, на волосок, а как этот на волосок на бумаге решить, чтобы это так точно вот, и правильно и конструктивно нарисовать? Ну и тем не менее, вот как-то мы выдержали его строгость. Вот. А сейчас, конечно, тот, кто действительно учился у него, я думаю, только могут
может, с любовью и благодарностью вспоминать этого мастера. Единственный был художник, который еще ученик Императорской академии художеств, то есть ученик тех великих учителей, как Чистяков, Кордовский, и в эти принципы реалистического искусства, ну, подлинного реализма русского такое, внес, можно сказать, в свою Волковскую школу и передал своим ученикам. И благодаря вот этому навыку, который он привил, вообще можно легко рисовать, красить, пластику искать в композиции. Кроме того, что он был прекрасный рисовальщик, это был невероятный тонкий композитор. Вот даже его, можно сказать, картина века, вступление советской армии в Минск 3 июля, которую он делал уже, можно сказать, при нас. Ходили даже легенды, как он ее делает, как там мальчик, бегущий навстречу вот входящим воинам, как он с натурой дела даже подвешивал его там, значит, ногу, чтобы пятку нарисовать. То есть для нас это тоже было настолько важно. Думаю, боже, как принципиально, как надо, ну, вот, сознательно вот все это действительно относиться к своей работе, к своему холсту, к своему ремеслу. Вступление Красной Армии было в Минск утром. Белорусский военный округ дал ему прожектор, чтобы тень и освещение соответствовало утреннему солнцу. Такая личность, как Валентин Викторович Волков, вот почему нет его галереи, не увековечен в памяти тех людей, которые придут вот еще и после нас. Мы-то еще хоть помним его, мы можем действительно вот о нем сказать хорошие слова и высказать и выразить свои восторги его творчеством, его действительно вот отношением к искусству. Был один интересный эпизод, который характеризует его как художника, интеллигента, которых у нас и сейчас мало, и тогда было уже очень мало, но мы еще их встречали. Союз художников только организовывался, выставки довольно частые были. И на них, конечно, было видно, тем более профессионалу, что хромает именно рисунок. Однажды, но это был примерно уже 49-й год, Волков решил провести курсы рисования для вот этих молодых художников Союза, Творческого Союза. Ну, студенты всегда обо всем знают. У нас одна наша подружка узнала, позвала меня, еще одну, и мы примчались туда, где он назначил вот эти курсы. Это был чердак Дома офицеров. И самое, конечно, неприятное, что пришли только мы и, может быть, кто-то еще. Я не помню, эти личности были такие тихие, серые. И несмотря на это, он все-таки сделал постановку, всех нас усадил. Мы прибегали к нему в течение, я не знаю, не помню сколько времени, может быть, месяца. Он туда ходил регулярно, хотя, в общем, была зима, было холодно и на чердаке, и на улице. Господи, он не бросил нас, он не возмутился, он никаких не выказал ни единого неудовольствия, что пришли какие-то девчонки, уселись и рисуют. Ну, мы, конечно, представились, ну, что мы такое? Вот, и он нас учил. Значит, постановки были очень простые. Он нам поставил какие-то табуретки, там, стулья, то, что было под рукой. Но как он учил, вот это осталось для меня на всю оставшуюся жизнь. Прадед
дед и отец художника были иконописцами. Валентин Викторович Волков родился 19 апреля по старому стилю 1881 года в городе Ельце Орловской губернии. В 1901 он поступил в Пензенское художественное училище, а в 1907 без экзаменов был зачислен в Санкт-Петербургскую художественную академию. Ему повезло, потому что в то время там работали великолепные преподаватели. Это Савинский и Чистяков. Они были приверженцами русской реалистической школы. В 1914 году он защищает свою дипломную работу, а это картина «Сусанна», навеянная библейскими мотивами, и становится дипломированным художником. Он уезжает сначала в Велиш, где работает некоторое время в художественной народной школе, а потом переезжает в Витебск. Именно он, Энде, Фогт, Хрусталев и Керзин были основателями Витебского художественного техникума. Время было непростое, потому что очень многие художники отрекались от реалистической школы живописи и предпочитали совершенно другие течения и направления в искусстве. Но Волков выстоял, он не изменил себе и своим принципам. В 1929 году семья Волковых приезжает в Минск, он работает в государственном издательстве БССР. В 1940 году он удостоится высокого звания «Заслуженный деятель искусств БССР». Войну Волковы пережили в Минске. Это было тяжелое время, и Валентин Викторович не занимался творческой деятельностью. К ней он вернулся после войны. За ряд известных работ и в первую очередь за знаменитое полотно 3 июля 1944 года, посвященное освобождению Минска, он был удостоен звания народного художника БССР в 1953 году. По-настоящему рисунку меня научил дед. И не работая со мной изо дня в день, и не занимаясь со мной регулярно, а просто своим примером, своим отношением к рисунку, своим великолепным академическим рисунком. И в связи с этим я хотел бы вспомнить один эпизод, который во многом открыл мне глаза на то, что такое настоящий академический рисунок. Я был тогда на 2-м курсе института, и вот как-то дед, как зав. Кафедры рисунка, пришел к нам на рисунок. Сидя на моем месте и глядя на мой рисунок, боже мой, как я волновался, это было ужасно. Дед, народный художник, профессор, я его чтил, он для меня был небожитель. И вот он сел и смотрит на мой рисунок и начинает мне рассказывать, как я должен рисовать. И вот эта вот лекция 45-минутная у меня осталась в памяти на всю жизнь. И вот сейчас, вот, когда я рисую свои портреты, свои создаю рисунки, вот здесь вот есть и мои рисунки, женские портреты, я всегда помню, как рассказывал о том, что такое рисунок, мой дед. И я стараюсь свято соблюдать все те принципы, которые он в наши студенческие головы изо всех сил вкладывал. Это, конечно, была великая школа, это была школа академического рисунка, которая, к сожалению, мне кажется, сейчас безвозвратно утеряна. Становится просто
жаль тех недавних выпускников нашей академии, которые, придя в издательство, в детское издательство, не в состоянии ни детскую ручку нарисовать, ни детский портрет сделать, просто нарисовать. Эти традиции академического, реалистического рисунка, мне кажется, утрачены навсегда. Рано или поздно искусство, мне кажется, оно все-таки не умрет, оно рано или поздно вернется к человеку, и потребуется опять возвращение к реалистической школе. И вот тогда опять понадобится вот это вот трепетное отношение к академическому строгому рисунку. К тому рисунку, которым в совершенстве владел мой дед, и который сумел все-таки, ну, целому поколению художников передать это мастерство. И, может быть, я надеюсь, отчасти и мне. Первый раз Валентин Волков женился в 1908 году, когда был студентом Петербургской художественной академии, а его избранницей была талантливая студентка Петербургской консерватории Марта Странден. Она была из известного рода шведских баронов фон Странденов. Их дети Анатолий и Всеволод. Всеволод умер в 1926 году на Кубани, а Анатолий стал профессиональным художником, известным белорусским книжным графиком. Его сын, внук Валентина, Сергей Волков, пошел по стопам отца и стал тоже известным белорусским книжным графиком, заслуженным деятелем искусств Республики Беларусь. Праправнучка Валентина Викторовича проявляет интерес к изобразительному искусству. И его внучка Ирина тоже была, к сожалению, художницей. Я хочу напомнить вам, что Волковы – это династия художников, и начало этой династии восходит к середине XVIII века. Валентин Викторович Волков был женат 4 раза. Несмотря на свою внешнюю замкнутость и обособленность, он был человеком жизнелюбивым, хотя в творчестве, в отношениях с людьми был крайне педантичным человеком, но не сухим. Он любил петь романсы, великолепно знал самые популярные арии из всех известных опер, любил играть в бильярд и делал это великолепно, разбирался в дорогих винах. Он любил жизнь. Валентин Викторович Волков умер 9 ноября 1964 года. Главным героем его грандиозного полотна «Минск» 3 июля 1944 года является радость победы, неописуемое чувство свободы. На его портретах красивые лица, а на тематических картинах время, история. И его жизнь – это часть этой истории, его жизнь народного художника БССР Валентина Викторовича Волкова.
все равно, где бы мы не причалили, к островам ли сиреневых птиц, к мысу радости, к скалам печали. Не поднять нам устав.